Около 1400 лет назад некогда процветающие земли Ближнего Востока оказались на грани конфликта трех империй и трех религий. Пока две из них ведут постоянную кровавую и бесполезную войну на протяжении веков, один новичок решает оставить свой след. Этот новичок – праведный халифат, чей приход изменит историю региона и целого мира навсегда. Римское государство находилось в почти непрерывной войне с персидскими империями. С тех пор, как в 60-х годах до нашей эры они стали граничить в результате знаменитой победы Парфянской империи в Карра. Римская республика стала империей, но затем западная часть этой империи была потеряна в результате иностранных вторжений, так что осталась только Восточная Римская империя, в то время как Парфянская империя была свергнута империей сасанидов. Но даже тогда эти два государства продолжали борьбу. В III веке до нашей эры еще одним фактором, способствовавшим этим конфликтам, были гасаниды и лахмиды. Эти две арабские племенные конфедерации мигрировали из современного Йемена и стали вассальными государствами Восточной Римской империи и сасанидов соответственно. Они участвовали в римско-сасанидских войнах часто в качестве разведчиков или участников набегов отдельно от армий, или как легкие кавалерийские части армии, а также защищали обе империи от арабских набегов с юга. Население этих королевств исповедовало традиционное в это время арабское язычество и монофизитское христианство, и последние создавали напряжение с их сюзеренитетами, так как сасаниды были убеждены, что любое влияние христиан может укрепить их римских врагов, в то время как римляне придерживались миофизитского ортодоксального христианства, которое считает монофизитизм ересью. Попытки римлян подавить монофизитизм побудили гасанидов восстать против них в конце VI и начале VII века, ослабив поддержку римлян в этом регионе. С другой стороны, религиозные противоречия между лахмидами и сасанидами усугубились попытками шаха Хосрова II контролировать регион напрямую. И в 602 году он пленил и казнил лахмидского короля Аль-Нумана III, переведя статус королевства в провинцию, управляемую губернатором. Это вынудило лахмидские племена обратиться за помощью к своим арабским братьям с юга. И хотя их союзным силам удалось победить армию сасанидов в Декаре в 609 году, сасаниды все еще смогли сохранить свое правление в провинции. Эта последовательность событий не только привела к конфликту лояльности между арабскими племенами в регионе, но и к стремительному лишению границ сасанидов их традиционной буферной зоны. Но несмотря на это, сасаниды были еще очень сильны. В 602 году они использовали внутренний конфликт в Восточной Римской империи как уловку для объявления войны. Они одержали серию впечатляющих побед в первые годы войны. И хотя византийский император Ираклий занял трон в 611 году и начал стабилизировать ситуацию, он не мог остановить врага. И к 621 году сасаниды контролировали Южный Кавказ, Левант, Египет и большую часть Анатолии, достигнув самого величайшего расширения своей территории. Хотя император Ираклий и был вынужден сражаться с аварами в Европе, ему удалось получить преимущество, выиграв два сражения против сасанидов между 622 и 625 годами. Согласно некоторым источникам, Хосров собрал всех мужчин, способных сражаться, и вновь ринулся в бой. В 622 году армия под командованием Шахр-Бараза осадила столицу империи Константинополь при поддержке аваров и склавенов из Европы. Римская империя была на грани разрушения, но защитники столицы выстояли. Это был переломный момент в войне, и в 627 году Ираклий вступил в союз с предводителем западно-тюркского каганата Туном Ябгу, и вместе они вторглись в центр Персии. Ираклий победил сасанидов в Ниневии в 627 году и угрожал столице Ктесифона в 628 году, что побудило дворян свергнуть Хосрова с трона. Его сын Кавад II стал новым шахом и подписал мирный договор с Ираклием. Сасаниды выплатили военное возмещение, но с другой стороны конфликт закончился ничем, и две истощенные империи вернулись к своим довоенным границам. Тем временем на юге арабский полуостров переживал потрясение.
Население этого полуострова исповедовало много различных религий, от традиционного в это время арабского язычества до зороастризма, иудаизма и христианства. Сасаниды контролировали провинцию Мазун и восточную часть Йемена, в то время как пустынями в центральной и северной частях региона правили кочевые арабы-бедуины. Их собратья проживали в богатых купеческих городах-государствах в Хиджазе. И один из этих городов под названием Мекка был одновременно религиозным и экономическим центром, управляемым племенем курайшитов, торгующих в основном специями с царством Аксумов, римлянами и сасанидами. В 570 году в племени курайшитов родился мальчик, названный Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Будучи молодым, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, проводил время, вероятно, участвуя в торговле, а затем направляя торговые караваны по всему региону. Согласно источникам, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, начал получать божественные откровения в 610 году. Вскоре этот новый пророк начал распространять послание новой религии – ислам – в своем родном городе Мекка. Однако мекканцы не были этому рады и в 614 году стали преследовать сторонников ислама. В 622 году, спустя 12 лет притеснений, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и его последователи-мусульмане решили эмигрировать в Медину. Это ознаменовало начало войны между мусульманами и язычниками Мекки. И в 629 году последние проиграли, и Мекка была покорена мусульманами. Согласно ранним мусульманским источникам, с этого момента и также указывается, что еще в 622 году Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, отправил послов в соседние государства, призывая их лидеров принять ислам и покориться единому Богу, Аллаху. Сасанидский шах Кавад набросился с оскорблениями на эмиссара мусульман, а отправленный к римлянам был убит на территории гассанидов. Это спровоцировало нападение небольшой армии мусульман, которая была побеждена гассанидами и римлянами в Мутте в сентябре 629-го. Те же источники утверждают, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, принял решение направить 30-тысячную армию на византийскую территорию, чтобы отомстить, и взял город Табук. Однако большинство современных источников не согласны с этим изложением событий. Как бы то ни было, завоевания Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в Аравии продолжались, и к 631 году большая часть Аравийского полуострова находилась под контролем мусульман. Год спустя Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, скончался. Информация относительно смены правления несколько противоречива, но по факту один из ближайших сподвижников Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, стал его преемником, обретя титул халифа, первого из праведных халифов. Тем временем Кавад II, ставший сасанидским шахом в феврале 628-го, начал стремительно истреблять своих братьев, чтобы сохранить престол, и это привело к усилению распри между персидской и парфянской знатью. В сентябре Кавад умер от чумы, и хотя его 8-летний сын Ардашир III стал следующим шахом, фактически империя управлялась членом парфянской клики, визирем Махадхар-Гашнаспом. Это сильно обеспокоило персидскую сторону, которая стала союзничать с генералом Хосрова Шахр-Баразом. Последний напал и захватил столицу в апреле 630 года, убив Ардашира и Махадхара, и стал шахом. В результате царство сасанидов оказалось в состоянии гражданской войны. Воспользовавшись всем этим, правители Йемена и Мазуна объявили о своей независимости от Ктесифона, что сделало их легкой добычей для разрастающегося халифата. Спустя всего 40 дней после того, как Шахр-Бараз завладел троном, он был убит, и предводитель фракции парфян Фаррух Хормуз возвел на трон Борон, дочь Хосрова. Эта первая королева в истории сасанидов была свергнута сыном Шахр-Бараза, Шапуром, несколько месяцев спустя. Чтобы остановить войну между фракциями, Фаррух предложил посватать Шапура с другой дочерью Хосрова, Азармедохт, но она отказалась, и трон узурпировал Фаррух в конце 630 года. Позже он будет убит сторонниками Азармедохт в 631 году, и она в итоге займет трон. Сын Фарруха, Ростам, отправил свои войска в Ктесифон, чтобы отомстить за отца, сокрушая армию Азармедохт на своем пути. После взятия столицы он восстановил правление Борон в качестве королевы. Альянсу Борон и Ростама удалось убедить лидера персидской клики Пируса прекратить военные действия. Однако, в июне 632 года, после того, как Ростам покинул столицу, Пирус убил Борон. Тогда Ростам вновь направился в столицу. Согласно некоторым источникам,
Армии Пируса и Ростома, устав от кровопролития, заставили своих генералов договориться. В результате один из последних членов дома Сасана, 8-летний внук Хосрова II, был коронован как Яздегерд III. Хотя гражданская война уже закончилась, царство сасанидов было чрезвычайно уязвимо, поскольку северо-восточную часть империи в основном контролировала парфянская клика, а тюрки осуществляли набеги со стороны Кавказа и Средней Азии. В то же время, в июне 632 года первый халиф Абу Бакр отправил часть своей армии под командованием Усамы ибн Зейда, чтобы напасть на гасанидов, возможно, с целью проверки на прочность защиты византийской границы. Группа арабских племен из завоеванных территорий посчитала, что халифат стал уязвим с уходом этой армии и смертью Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и в июле весь полуостров, за исключением Хиджаза, восстал против халифата Абу Бакра в так называемой войне Ридда, войне вероотступничества, и некоторые из повстанческих групп возглавлялись людьми, объявившими себя пророками. Ситуация накалилась до предела в конце июля вокруг Медины, второго по важности города нового государства, над которым стала угроза мятежников. Однако к началу августа войско Абу Бакра быстро прошлось по территории, сокрушив повстанцев. Это дало достаточно времени для армии Усамы, которая вернулась с севера, разбив силы гасанидов вокруг Мутты. Абу Бакр оказался талантливым главнокомандующим, и вместо того, чтобы объединить свои армии и атаковать каждую из повстанческих групп по отдельности, что дало бы возможность повстанцам беспрепятственно атаковать его с тыла, он разделил свою армию на малые группы, которые атаковали врагов по всей территории полуострова. Эта стратегия сработала превосходно, и к марту 633 года правление халифа по всему региону было восстановлено. Трудно оценить потери халифата от этого конфликта, но источники подчеркивают, что генералы и войска приобрели бесценный опыт. Пока шла эта война, лидер арабского племени Бану Бакр, Мусанна бин Хариса, совершал набеги на территории сасанидов на юге Ирака. Сасанидские гражданские войны сделали эту зону уязвимой для атак, и Мусанна, который принял ислам где-то в 630-х годах, сообщил об этом Абу Бакру в начале 633 года. Халиф решил, что это хорошее время для похода на Ирак, и приказал одному из своих лучших полководцев периода войны Ридда, Халиду ибн аль-Валиду, вторгнуться в регион. Халид набрал 18-тысячную армию в Ямаме и отправился в Ирак в конце марта 633 года. Он отправил письмо Хормузу, сасанидскому губернатору округа Даст-Мейсана, требуя его капитуляции. Хормуз, очевидно, отказался и послал письмо в столицу, прося подкрепления у шаха Яздегерда III. Вероятно, это письмо было уловкой со стороны Халида, так как Хормуз собрал свое 20-тысячное войско и вышел из губернаторства Убаллы, чтобы защитить важнейшую дорогу от Ямамы рядом с Казимой. Халид же двинул свои войска через пустыню, угрожая Хуфейру. Лидер сасанидов узнал об этом и был вынужден добираться до Хуфейра через Убаллу. Согласно мусульманским источникам, это было именно то, на что надеялся Халид. Несмотря на гражданские войны, войска сасанидов были все еще сильны, так как их броня и оружие давали им преимущество. И единственным существенным преимуществом отрядов Халида была их мобильность. Халид собирался использовать эту мобильность, чтобы утомить армию сасанидов. Это станет одним из самых важных элементов ранних завоеваний мусульман. Их мобильность и агрессия вынуждали их врага защищать несколько городов и крепостей, так как никогда не было ясно, откуда арабы нанесут удар в очередной раз. К тому времени, когда Хормуз достиг Хуфейра, Халид начал свой поход в Казиму. Возможно, он мог бы с легкостью взять город, но не хотел быть окруженным тяжело вооруженными сасанидами, и поэтому его войско отдыхало в ожидании к югу от Казимы, в то время как Хормуз шел прямо к нему. Уставшие сасанидские силы подошли в первых числах апреля. Сражение, которое произойдет в этой местности, традиционно известно как «Битва цепей». Согласно описанию в мусульманских источниках, пехотинцы сасанидов были скованы между собой цепями для сохранения прочного ряда или для того, чтобы никто не мог отступить. Однако непонятен тактический смысл этого, так как это сделало бы пехоту еще менее мобильной, и каждый погибший воин обременял бы остальных.
Мы также не находим этой особенности в многочисленных сражениях, происходивших между сасанидами и римлянами. Скорее всего, все дело в неправильном чтении слова «сильсила», которое можно перевести в значение «горная цепь», «связывающая цепь» или «линия солдат». Поэтому слово «цепь» может быть метафорой для описания дисциплинированной пехоты сасанидов. Как бы то ни было, Халид не собирался давать отдыха войскам Хормуза, и его приготовления вынудили сасанидов расположиться непосредственно к западу от Казимы, в конце утомительного похода. Их построение имело традиционный центр из пехоты и кавалерии на флангах. Армия Халида, построенная аналогичным образом, пока еще оставалась выжидать в пустыне за холмами, разделяющими две армии. Эта задержка только добавила усталости сасанидам, вынужденным сохранять построение в тяжелой амуниции под палящим солнцем. Однако это ожидание не могло продолжаться долго, так как источники воды в этой области находились под контролем сасанидов. Так что спустя несколько часов Халид появился на холмах, и его войска остановились на некотором расстоянии от войск Хормуза. Единственные сохранившиеся описания этого сражения принадлежат мусульманским историкам, поэтому мы представим их взгляд на эту битву. Как это было принято в регионе, и традиционно для римских, сасанидских и арабских сражениях этой эры, битва началась с поединка, когда Хормуз вышел впереди и вызвал Халида на дуэль. Предположительно, далее Хормуз спешился, и Халид последовал его примеру. Когда два лидера вступили в битву, замерев в ожидании, несколько искусных воинов-сасанидов выдвинулись для нападения на Халида. Другой арабский полководец, Каака ибн Амр, который еще сыграет большую роль в будущем, увидел это и решил тоже присоединиться к схватке, атакуя нападавших на Халида. Каака и Халиду удалось взять над бойцами сасанидов верх и убить Хормуза. Затем оба полководца вернулись в свои ряды, и Халид приказал войскам атаковать. Армии начали сражение. На флангах баланс сил не позволил ни одной из сторон получить преимущество, в то время как в центре пехота мусульман несколько раз атаковала оппонентов, сталкиваясь и отступая без нанесения большого ущерба. Однако воины мусульман были гораздо более отдохнувшими, так как даже пехотинцы добирались до места сражения верхом. Пехота же сасанидов не имела возможности отдохнуть после похода, и каждая попытка мусульман утомляла их еще больше. Во время одной из таких попыток центру Халида удалось взломать отряды сасанидов в нескольких зонах. Армия сасанидов, оставшаяся без лидера, павшего в дуэли, запаниковала, и командиры, ответственные за фланги, Кубаз и Анушджан, начали отступление вместе со своими всадниками. Кавалерия мусульман не стала их преследовать, и вместо этого окружила и добила оставшийся центр врага. Вскоре битва была завершена. У нас нет точной информации о количестве жертв, но, вероятно, будет справедливо предположить, что половина армии сасанидов погибла, в то время как потери Халида составили менее нескольких тысяч. Тем временем шах Язергерд, получивший письмо Хормуза в конце марта, решил отправить армию под командованием Карина ибн Карьяна в качестве подкрепления своему губернатору. Скорость, с которой это произошло, говорит о том, что силы были собраны только вокруг столицы. Согласно источникам, у Карина было около 15 или 25 тысяч воинов, когда он двинулся на юг и пересек Тигр. Очевидно, он направился в сторону Убалы, чтобы помочь Хормузу. Но после того, как пересек речку Макил, он столкнулся с остатками армии Хормуза во главе с Кубазом и Анушджаном, численностью около 10 тысяч военных. Карину поведали о событиях битвы цепей. В то же время поблизости оказался мобильный отряд под командованием Мусаны, вероятно посланный Халидом для преследования оставшейся части армии сасанидов и для разведки, в то время как сам Халид собирал воинов из арабских племен в зоне Казимы и Хуфейра. Мы не знаем о планах Карина в этот момент, но ясно, что сасаниды понимали, что они имеют дело не с незначительным набегом, а с традиционной арабской армией бедуинов, состоящей из легкой кавалерии. Поймать мобильные силы Мусаны в открытом пространстве было бы невозможно, так как армия шаха была значительно медленнее. Поэтому Карин не стал двигаться для защиты стратегически важной Убаллы, вероятно опасаясь, что Мусана сможет атаковать его фланги и тыл. Генерал сасанидов решил пожертвовать Убаллой, сохранив свою позицию вдоль реки, чтобы не дать Халиду пересечь Тигр, а также помешать ему пройти на запад до самого важного города региона Аль-Хира. Тем временем
Мусана сообщают Халиду о том, что новая армия движется на юг. Позиции сасанидов не оставили ему другого пути для продвижения. Использование всей армии для захвата Убалы могло стать причиной попадания в ловушку, так что послана была лишь небольшая группа, пока Халид отправится для объединения с Мусаной. Битва, известная как Битва реки, состоялась в третью неделю апреля. Численность сасанидов составила от 25 до 50 тысяч солдат в зависимости от источников, тогда как под командованием Халида было около 18 тысяч после набора подкрепления из местных арабских племен. Источники, повествующие об этой битве, противоречивы, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы передать реальную картину. Прежде чем войска выстроились утром, Халид лично исследовал позиции сил Карина и убедился в том, что прямое столкновение было единственной возможностью продолжить кампанию. Он вернулся, и обе армии начали построение с похожей структурой из пехоты в центре и кавалерии на флангах. Ряды сасанидов были глубже, так как их командир решил не расширять свой фронт для обхода противника по флангам, вероятно, опираясь на численное превосходство и тот факт, что в нужный момент его вспомогательная линия будет свежей. Битва началась с того, что Карин вызвался на дуэль. Согласно сасанидским источникам, дуэли позволяли командирам доказать своим войскам, что они готовы пасть за них. Поэтому личный бой между лидерами был практикуемым зрелищем. Халид уже начал движение вперед, как один из дуэлянтов, Маакал ибн аль-Ааша, находившийся рядом с ним, поскакал навстречу командиру сасанидов, опередив Халида. В состоявшемся поединке арабский воин одолел своего противника. Это деморализовало сасанидов, и, вероятно, поэтому Кубаз и Анушджан были вынуждены выйти вперед с требованием продолжения дуэлей, чтобы восстановить боевой дух армии. К ним навстречу поскакали командующие флангами мусульман Асим ибн Амр и Ади ибн Хатим. Вскоре командиры сасанидов были мертвы, и Халид приказал всей армии наступать. Отсутствие всех главнокомандующих сасанидов поначалу не оказывало эффекта на ход сражения. И силам халифата не только не удалось продвинуться, но они даже были отброшены назад. Однако смещение дезорганизовало линии сасанидов, потерявших дисциплину из-за отсутствия командования. Халид воспользовался этим, и его контратаки образовали еще больше дыр в формировании противника. Задние ряды сасанидов решили покинуть сражение, пока фронт еще сражался. В результате, оставшись без поддержки, фронт был вскоре уничтожен. Легко экипированные и быстрые войска мусульман смогли с легкостью догнать бегущих сасанидов, и битва возобновилась у реки. Источники не дают четкого представления о том, что здесь произошло, но основные потери сасаниды потерпели именно здесь. Некоторые были убиты, некоторые утонули, а оставшиеся смогли пересечь реку. В результате этой битвы шахская армия потеряла от 15 до 30 тысяч военных, тогда как потери Халида исчислялись сотнями. После победы в битве реки Халид не отправился в Центральный Ирак, вероятно, по нескольким причинам. Во-первых, ему нужно было создать новую администрацию в регионе и начать собирать налоги с тех, кто отказался принять ислам. Во-вторых, продвижение вглубь империи сасанидов растянуло бы его линии снабжения и погрузило бы его в территорию, в которой нет арабских племен. В-третьих, Халиду нравилось сражаться на краях пустынь, так как это давало ему возможность совершать неожиданные маневры, когда это было необходимо. В то же время, разведчики из местных племен были отправлены на запад и на север, чтобы выяснить, есть ли у сасанидов еще армии поблизости. Поскольку персидская дорожная и почтовая системы были, вероятно, лучшими в свое время, Шах узнал о новом поражении довольно быстро. И пока Халид занимался своими делами, Ездигерд приказал войскам северной и восточной части империи выдвинуться к столице, к Ктесифону. Прямая атака на подконтрольный Халиду регион была осложнена тем, что арабы теперь контролировали переходы, так что когда прибыла первая армия под командованием Андерсгара, она была направлена в город Аль-Валаджа, который был первой стратегической целью на пути между Убалой и Аль-Хирой. Ожидалось, что арабы нападут в этом направлении, поэтому остатки сил сасанидов, сражавшихся с Карином, присоединились к войску Андерсгара, доведя его численность до количества от 25 до 30 тысяч военных. Эта армия заняла позиции за пределами Аль-Валаджи где-то в мае.
Вторая армия была под началом одного из главнокомандующих армий сасанидов, Бахмана, и это должно было укрепить Андерсгара, если мусульмане действительно решат переправиться в Аль-Хиру. На данный момент это 20-тысячное войско должно было размещаться вдоль Ефрата, на полпути между Убалой и Аль-Валаджи. Между тем, разведчики Халида, будучи членами местных племен, имели возможность собирать информацию без каких-либо проблем, поэтому он как будто бы знал о каждом передвижении врага. Он решил, что несмотря на меньшую численность, его войско должно одолеть один из выступивших против него отрядов до того, как враг объединится. Так что он оставил небольшой гарнизон вокруг Убала и пошел на запад, надеясь одолеть Андерсгара, не беспокоя Бахмана. На протяжении пути Халид усилил свою армию воинами из арабских племен, охотно пополнявших его ряды, поскольку введенный им налог был ниже того, что им приходилось выплачивать ранее. Это довело число его войска до 15-20 тысяч. Целью было уничтожить армию Андерсгара, прежде чем Бахман сможет ее укрепить. Хотя армия Бахмана заметила движение арабов, они были намного медленнее, так что Халиду удалось добраться до Андерсгара задолго до Бахмана, где-то во второй половине мая. Согласно источникам, у Андерсгара было достаточно пространства для маневра вдоль реки в ожидании Бахмана, но он был уверен в своем войске и сохранил позиции. Две армии оставались в своих лагерях в зоне досягаемости друг от друга, предположительно на протяжении суток, без попыток начать сражение. Мусульмане, судя по всему, отдыхали после их вынужденного марша, а сасаниды надеялись, что это ожидание даст им шанс на усиление. Но это ожидание более не могло продолжаться, поскольку Халид знал, что ему необходимо одержать решающую победу до прибытия второй армии сасанидов. Так что на следующий день обе армии заняли стандартные построения с центром и двумя флангами. Поле битвы Аль-Валаджи было ровным, простираясь между двумя невысокими хребтами, находившимися на расстоянии 1 километра друг от друга. В сторону северо-востока была бесплодная пустыня, с рекой Хасиф, протекающей к востоку от хребта. Позади обеих армий находились хребты, что означало невозможность начала атаки с тыла. Лидер сасанидов с удивлением заметил, что армия мусульман была меньше, чем сообщалось, и что она состояла только из пехоты, что противоречило тому, что он слышал о решающей роли кавалерии Халида в предыдущих битвах. Несмотря на это, он был убежден, что его позиции были непроходимы, и решил подождать, побудив тем самым врага выдвинуться вперед, так как обе армии знали, что Бахман не может быть слишком далеко. Как и ожидалось, полководец мусульман приказал всей армии выдвинуться вперед. Во главе с Халидом, находившимся в переднем ряду, армия халифата атаковала противника. В течение часа или около того, два войска замерли в бою, потеряв несколько воинов. Но сасанидов было больше, и поэтому их уставший передний ряд был заменен на задний, что дало им преимущество. Несмотря на личное военное мастерство Халида, его военные стали уставать, поэтому контратаки Андерсгара стали оттеснять войска мусульман назад. Медленно, но верно, сасаниды продвигались, тогда как мусульмане приближались к хребту на опасно близкое расстояние, не оставляя возможности для отступления. В этот самый момент Халид дал сигнал, который изменил ход битвы. Кавалерия, которую он отправил в пустыню прошлой ночью, появилась на восточном хребте за спинами сасанидской армии. Это был фирменный ход Халида. Его мобильная кавалерия могла без проблем скрываться в пустыне. Продвижение армии сасанидов в сторону от ее укрепленной позиции означало, что ее тыл был не защищен. Легкие арабские всадники ворвались в ряды сасанидов, а пехота Халида растянула свой фронт, чтобы охватить фланги армии Андерсгара. Спустя несколько минут битва при Аль-Валаджи была закончена. Командир сасанидов был мертв, а его армия была полностью уничтожена, и только 5000 выживших удалось покинуть поле битвы. Потери Халида составили около 3000. Уставшая после долгого марша и сражения армия Халида была не в состоянии преследовать выживших сасанидов. В основном это были арабы-христиане, которые были более мобильны, и им удалось найти убежище в соседнем Улайсе. Гонцы из их числа отправились к другим племенам из арабов-христиан на северо-западе с просьбой о помощи, и также проинформировали шаха, находящегося в Ктесифоне. Племена ответили на зов своих родственников
в то время как Ездигерд оповестил Бахмана, чтобы он отправлялся в Улайс. Поскольку арабские и персидские источники противоречивы, остается неясным почему, но согласно первым, Бахман отдал командование своей армии генералу по имени Джабан, который вместе со всей армией отправился в место концентрации арабов-христиан. Персидские же источники утверждают, что Бахман вернулся со всей армией в Ктисифон. Тем временем Халид направил свои войска в город и, предположительно, в мае вступил в сражение с армией персов и арабов-христиан под Улайсом. Детали битвы утеряны, но мы знаем, что мусульмане одержали победу. Источники оказались противоречивы и относительно числа жертв. Арабские источники утверждают, что силы Халида убили 70 тысяч врагов, в основном посредством казни после битвы, в то время как персидские летописцы считают, что 18-тысячной армии Халида противостояла сопоставимое по числу войска, которое решило отступить к Аль-Хире после незначительного поражения. Как бы то ни было, в последние дни мая Халид приблизился к Хире, являвшейся изначальной целью его кампании. Опять же, источники неубедительны. Мы знаем, что местный гарнизон сасанидов и их арабские союзники оказывали сопротивление в течение нескольких дней, и в итоге стороны решились на переговоры. После того, как Халид пообещал сохранить жизнь населения в случае выплаты им налога джизьи, местные жители решили сдаться. Следующие несколько месяцев Халид потратил на создание новой администрации в регионе и на сбор налогов. В это же время в Центральный Ирак и на границу Восточной Римской империи были отправлены рейдерские отряды. Эти набеги принесли как добычу, так и информацию о передвижениях противника. Некоторые источники утверждают, что Халид получил некоторый контроль над Центральным Ираком, но похоже, что у Халида не хватало людей для удержания такого обширного региона. В то время как набеги отрядов халифата не получили особого сопротивления на севере и северо-востоке, разведчики сообщили о концентрации сил сасанидов на северо-западе, преимущественно в Анбаре и Айн-аль-Тамуре. Первый находился дальше, и прямой путь к нему лежал через Айн-аль-Тамур, но начать нападение на форт Анбар было бы более неожиданным, поэтому в конце июня 633 года Халид отправил половину своих войск к Аль-Хире и двинулся на запад в направлении Анбара с армией в 10 тысяч человек. Анбар станет первым нападением арабов по ту сторону реки Ефрат. Подробности столкновения, которое здесь произошло, неясны, но кажется, что решение Халида атаковать Анбар стало неожиданностью для противника, и лидер гарнизона, Ширзад, был вынужден сдаться после того, как арабские лучники продемонстрировали свою эффективность. После этого рейдерские отряды халифата подошли к городу Айн-аль-Тамур со стороны Аль-Хиры. Поэтому, когда в июле Халид вступил в бой с войском сасанидов, в основном состоящим из арабов-христиан с запада, он получил возможность выиграть достаточно легко. Лидеры арабов-христиан были взяты в плен, а затем казнены, а город сдался мусульманам. События следующих нескольких месяцев с июля по сентябрь окутаны тайной, но некоторые источники сообщают, что Халид оставался в Анбаре и Айн-аль-Тамуре, постепенно налаживая управление в новоприобретенном регионе, но это кажется не характерно пассивным для него. Другие считают, что на юге еще остались некоторые очаги минувшей войны вероотступничества, и Халид направил большую часть своих негарнизованных войск в сторону Домат аль-Джандал, чтобы помочь другому генералу халифата, Ияду ибн Ганаму, сокрушить повстанцев. Итак, этот период пассивности или отсутствия дал сасанидам время, и они начали собирать 5 армий в районе между Музайей и Хусайдом. Каака бин Амр, который ушел, чтобы командовать гарнизоном в Аль-Хире, приказал рейдерским отрядам из Центрального Ирака и гарнизонам Анбара и Айн-аль-Тамура занять позиции к югу от сил сасанидов, чтобы задержать их как можно дольше, не позволяя этим 4 маленьким отрядам объединиться в одну силу. В конце сентября Халид вернулся в Аль-Хиру вместе с войском, которое он собрал вокруг Аль-Джандала, и приказал Каака бин Амру и Абу Ляйле направить часть гарнизона к Хусайду и Ханафису соответственно и взять командование, пока его войска ожидали в городе.
Предположительно, небольшие отряды мусульман и сасанидов вели незначительные сражения в октябре, в которых сасаниды потерпели поражение, которое вынудило их отступить в Музайю. Теперь у Халида появился открытый путь к столице сасанидов, к Ктесифону. Но армия сасанидов в Музае и концентрация арабов-христиан в районе между Санией и Зумайлом по-прежнему представляли угрозу. Поэтому предводитель войск халифата решил не атаковать Ктесифон. Основная армия сасанидов в Музае, вероятно, считала свои позиции безопасными, так как атаковать их, не пройдя через Санию и Зумайл, было бы трудно. В то же время, Халид знал, что в случае его атаки на большую часть легкой кавалерии арабов-христиан, они, скорее всего, направятся на север для объединения с армией в Музае, и поэтому он разработал план. Его армия уже была разделена на 3 корпуса, и они двинулись на персов, используя пустыню, чтобы обойти Санию и Зумайл. Это было очень сложно технически, так как всем 3 корпусам нужно было не только обойти вражеские армии, оставаясь незамеченными, но также прибыть в определенное место одновременно. Риск был высок, но возможная награда была также высока. Все сработало по плану. Силы Халида приблизились к цели одновременно. И в одну из ночей первой недели ноября его 20-тысячное войско атаковало спящую армию сасанидов, сопоставимую по количеству. Последние не ожидали атаки, и армия халифата одержала легкую победу, убив более 10 тысяч воинов сасанидов. Разгромить меньшие силы арабов-христиан для этого казалось легким делом, но вместо того, чтобы атаковать их через фронт, Халид повторил свой 3-сторонний маневр, чтобы избежать потерь. Мусульмане понесли минимальные потери, тогда как арабы-христиане потеряли более половины своей армии. Предположительно, среди убитых было несколько новообращенных мусульман, и их семьи направили обращение к халифу Абу Бакру с просьбой наказать Халида. Это отклоненное обращение, направленное через будущего халифа Умара, еще сыграет важную роль в этой истории. Мобильность Халида и неспособность его противников мобилизовать свои силы привели к тому, что регион между Музаей и Аль-Хирой теперь находился под контролем халифата. У нас мало информации о раннем управлении этими землями. Мусульманские источники сообщают, что в то время как жившие в городах персы в основном были пленены и стали рабами, арабское население было вынуждено платить налог джизью, но с правом на автономию и даже свободу вероисповедания. В следующем месяце новые отряды были отправлены через Ефрат, пока Халид обдумывал, каким должен быть его следующий шаг. Атаковать Ктесифон все еще было опасно, так как это слишком растянуло бы линии снабжения. В результате единственным вариантом было атаковать последний гарнизон сасанидов в регионе, город Фирад. Фирад находился прямо на границе между сасанидами и Восточной Римской империей. Халид и его 20 тысяч воинов достигли этого места в декабре. И снова источники противоречивы, но некоторые дошедшие до нас детали позволяют нам примерно восстановить эти события. Мы знаем, что местные сасанидские и римские гарнизоны объединили свои силы на северной стороне Ефрата, в то время как Халид держал переправу на другой стороне. Несмотря на то, что мусульманские источники утверждают, что силы римлян и сасанидов были огромными, справедливо предположить, что ни одна из империй не могла иметь больших сил в этом регионе, так как сасаниды нуждались в наличии войск в центральном Ираке, а римляне концентрировали свои силы в важнейших прибрежных районах и городских центрах, уже подвергавшихся набегам со стороны небольших мусульманских отрядов. Даже с учетом объединения сил и вовлечением местных арабских племен, союзники во главе с командующим сасанидов Армоздом Джадуи, вероятно, составляли число между 15 и 25 тысячами солдат. В течение 5 или 6 недель армии оставались друг напротив друга, поскольку ни у одной из сторон не было безопасной возможности пересечь реку. Предположительно, где-то на 3-й неделе января Халид немного отступил от занимаемых им позиций, видимо, побуждая соперника к атаке. Войска союзников в действительности переправились через реку и построились напротив мусульман. Обе стороны имели схожее построение с пехотой в центре и кавалерией на флангах. Союзная армия атаковала мусульман, вероятно, надеясь, что их более тяжелое снаряжение даст им преимущество. Медленно, но верно, эта атака оттеснила оборону Халида назад.
В то же время генерал-мусульман приказал кавалерийским частям второго ранга выйти из основного корпуса и занять позицию далеко слева. Римско-сасанидская армия продолжала наступление, и мусульмане отступали еще дальше. Отделившимся силам Халида было приказано захватить мост, а затем атаковать союзников с тыла. Этот маневр стал успешным, и армия Ормозда-Джадуи начала стремительно терять сплоченность. Союзники решили, что это еще одна большая армия мусульман, захватившая мост, которая их вскоре окружит. В это же время основные силы Халида начали контратаковать, и те части армии союзников, которые не были убиты на месте, начали бежать на северо-восток. Некоторым из них удалось переплыть реку, но более половины союзной армии было убито. Халид же потерял всего несколько сотен. Теперь Халид планировал атаку глубже внутрь территории персов, но вскоре получил письмо от халифа Абу Бакра. Письмо содержало приказ прекратить атаки на сасанидов и двинуться в Сирию, чтобы сразиться с римлянами. Так что Халид и небольшой контингент его армии готовился двигаться на запад. Как и в случае с месопотамскими вторжениями, вероятно, не было лучшей возможности нанести удар по землям римлян, поскольку разрушительный четвертьвековой конфликт с 602 по 628 год подорвал оборону в обоих регионах. Римский Восток со всем его религиозным, культурным, финансовым и стратегическим значением находился в опасной уязвимости. В 633 году мусульмане послали 4 отдельных отряда для вторжения в Палестину, в дополнение к территории вокруг Галилейского моря, реки Иордан и Мертвого моря. Хотя они и добились успеха, для нападения на крупные городские поселения региона было необходимо подкрепление. Так что Абу Бакр приказал силам подкрепления и элитному отряду Халида двигаться на запад. Чтобы сэкономить время и обойти римскую оборону, мусульманский полководец выбрал более опасный маршрут через особо пустынный, безводный участок сирийской пустыни. Сообщается, что для того, чтобы выжить, Халид в своей изобретательной манере приказал заставить 20 верблюдов выпить большое количество воды, чтобы они могли использоваться в качестве резервуаров для хранения. Затем их периодически забивали по пути, когда требовалась пища, после чего извлекалась и вода. После 5 изнурительных дней пути по этому пустынному ландшафту 9000-я армия мусульман появилась у Сувы. Затем они нанесли быстрое поражение арабским подзащитным римлян, гасанидам, в Мардж-ар-Рахид, пока те праздновали Пасху. Показателем эффективности этого невероятного перехода через пустыню является то, что Халид также нейтрализовал и византийские оборонительные редуты на арабской границе. Теперь он повернул на юг, в сторону сирийского города Босра, который был захвачен в середине июля 634 года после прибытия подкрепления. Несмотря на этот успех, у мусульман было мало времени для праздника. Римский император Ираклий, который находился в Эмессе, послал своего брата Теодора и армянского генерала по имени Вардан на юг, в Аджнадайн, что в 25 милях к юго-востоку от Иерусалима, где стали собирать большую армию. Шпионы доложили об этом мусульманам, и армия халифата двинулась в путь, чтобы встретить своих византийских противников. Об этой битве известно очень мало фактов, но мы можем восстановить версию боя, используя дополнительные источники. На наш взгляд, превосходство римлян в численности завышено мусульманскими источниками, и вполне вероятно, что ослабленные силы византийцев в Сирии составляли 10 000 человек, в то время как число мусульман составляло 15 000. Обе армии выстроились вытянутыми линиями с лагерями в тылу и состояли из 3 пехотных дивизий, справа, слева и в центре, в то время как на каждом фланге имелась кавалерийская гвардия. За мусульманским центром имелся небольшой резерв. Впереди же расположилась небольшая группа из лучших воинов.
Перед началом битвы христианский епископ подъехал к армии Халида и попытался уговорить мусульман уйти. Однако генерал ответил на это традиционным предложением – обратиться в ислам, выплачивать налог или умереть в бою. Бой при Аджнадайне начался, когда группа дальнего боя византийцев, расположенная на передней главной линии, начала осыпать врагов стрелами и камнями. Мусульмане стали нести потери без возможности дать ответ. В это время один из воинов-мусульман по имени Дирар, облаченный в тяжелую броню и с тяжелым щитом, отобранным у римского солдата, направился прямо под огонь стрел, выкрикивая свой боевой клич. Когда град из стрел и камней прекратился, Дирара и его товарищи-победители встретили для дуэли их византийские оппоненты. Говорят, что мусульмане одержали победу в этих поединках, убив несколько элитных воинов римлян и 2 генералов. Когда дуэли завершились, армия халифата перешла в атаку, и последующее сражение было утомительным, с небольшими передвижениями, и продолжалось до ночи. На следующий день византийский полководец Вардан попытался заманить Халида в ловушку, предложив переговоры. Но план сорвался, и в результате он был убит грозным Дираром. Стремясь воспользоваться замешательством, вызванным в римских рядах этой потери лидера, арабы вновь атаковали с флангами спереди и центром сзади. После кровожадной рукопашной рубки, которая истощила обе армии, Халид направил свой 4000-ный резерв в центр, сокрушив ряды римлян в этой зоне. Не в силах больше выдерживать давление, их линия рухнула. После этого поражения император Ираклий с позором отправляет своего брата Теодора обратно в Константинополь. В то же время остатки его разбитой армии вместе с местным населением из римлян направились в предположительно безопасные города-крепости, которые впоследствии заполнились беженцами. Возможно, предвещая дурной исход, Ираклий отступает вместе со своим штабом дальше на север, в город Антиохия, поскольку силы мусульман, контролирующие теперь сельскую местность, получили возможность напасть на самый выдающийся город в этом регионе. Через неделю после победы при Аджнадайне арабские войска двинулись на север в направлении Дамаска. По пути они должны были оставить конницу у города Фахл, древней Пеллы, чтобы блокировать там римский гарнизон, в то время как основная армия двинется вперед. После того, как это было сделано, мусульмане достигли Якусы на южном берегу реки Ярмук. Здесь они встретили сопротивление блокирующей силы византийских войск на северном берегу. Они не были в состоянии оказать серьезное и продолжительное сопротивление, но они были там, чтобы задержать мусульман и дать возможность большому городу подготовиться к грядущей осаде. После короткого сражения здесь и еще одной битвы с 12 000 римлян на Желтом лугу, также известном как Марджус-Суфар, дорога на Дамаск была свободна. Когда вторгшиеся мусульмане приблизились к городу, их командир понял, что численности его войск недостаточно для окружения. Поэтому он разместил младших командиров мусульман с их отрядами у всех городских ворот, к 21 августа полностью блокировав важные магистрали, имея в своем составе 20 000 солдат, среди которых 16 000 пехотинцев и 4 000 мобильной гвардии кавалерии. В Дамаске тут же возник голод из-за нехватки припасов и неподготовленности к осаде, в то время как мусульмане были хорошо снабжены контролируемой ими плодородной сельской местностью. Поскольку легкая и быстрая конница мусульман была относительно бесполезна при осаде, Халид ибн Валид направил несколько сотен всадников к Орлинному перевалу на севере, чтобы они действовали как разведчики. Здесь они могли наблюдать за любым византийским отрядом поддержки, стремящимся пройти через узкий проход Орлиного перевала. Другая часть всадников оставалась возле города в качестве резерва, готовая помочь отразить любую вылазку римлян. Будучи в Антиохии, Ираклий узнал об осаде и 9 сентября отправил на помощь Дамаску отряд из 12 000 человек с обильными припасами. Достигнув перевала, этот отряд оттеснил кавалерию разведчиков мусульман.
Одному из разведчиков удалось оповестить об этом Халида, и тот, решив, что сдержать эту попытку византийцев важнее, чем поддерживать плотность блокады, с наступлением ночи отправился к перевалу вместе с оставшейся кавалерией, где ему удалось разгромить римлян. Несмотря на очевидный успех, участвующие в осаде силы мусульман были истощены отсутствием Халида. Историки считают, что если бы генерал гарнизона Фома решил осуществить вылазку из крепости в этот самый момент, византийцы могли бы прорвать осаду, но он этого не сделал, упустив хорошую возможность. Похоже, что Аль-Валид понял, что поставил осаду под угрозу своей авантюрой, потому что он поспешно вернулся в Дамаск после успеха на перевале. Когда гарнизон и Фома поняли, что помощи не будет, боевой дух защитников Дамаска становился все слабее и слабее. Было ясно, что нужно что-то предпринимать. И вот зять императора Фома решает начать собственное контрнаступление. Для этой первой атаки он решает сосредоточиться на одной конкретной части города, собрав людей со всех секторов города к Фоминским воротам, где он столкнулся с примерно 5000 солдат под предводительством Шурахбиля. После того, как обороняющиеся солдаты собрались в этом месте, византийский командующий начал свою вылазку с приказа лучникам обрушить на врага непрерывный поток стрел. На что мусульмане ответили соответствующим образом. Используя прикрытие, оказанное лучниками, пехота ворвалась через Фоминские ворота и веером выстроилась в боевой порядок, с Фомой во главе атаки. Сообщается, что во время этого столкновения Фома прорвал часть линии мусульман и чуть не убил Шурахбиля, но затем был ранен в глаз вдовой убитого солдата мусульман. Несмотря на некоторый успех, им не удалось прорвать осаду, и византийский отряд отступил в город. Говорят, что когда они это сделали, раненый командир римлян поклялся лишить 1000 глаз в возмездие за свой. Той ночью защитники разработали еще один план прорыва осады. Поскольку концентрация атаки через одни ворота не удалась, Фома решает на этот раз наносить одновременные удары через 4 врата. 2 больших отряда были собраны у восточных ворот, где командовал Халид, и у Фоминских ворот, где должен был быть предпринят основной удар по изнуренным частям противника. Другие силы у малых ворот и у ворот Джабия были призваны удерживать осаждающих на этих местах. Когда Фома объявил об атаке, у ворот Джабии произошло ожесточенное сражение, в котором обе стороны потерпели большие потери. В результате этой бойни Абу Убейда и его отряд, проявив упорство, смогли отразить вылазку византийцев, отбросив их обратно в город. Куда более серьезной была ситуация у восточных ворот, где у византийцев было больше сил. Этому большому контингенту защитников удалось отбросить пехоту мусульман назад. Но затем прибыл сам Халид с 4 сотнями всадников своей элитной мобильной кавалерии и нанес удар по римскому флангу. Это необратимо ослабило вылазку, и защитники города были отброшены обратно в ворота. Однако сильнейшее сражение вновь произошло у Фоминских ворот, где силами византийцев руководил уже одноглазый Фома. И несмотря на напряженное сражение, в рядах мусульман все еще не было слабых мест. Судя по всему, в этот момент командир римлян осознал бессмысленность атаки и приказал медленно, но верно отступить. Во время этого отступления лучники мусульман непрерывно осыпали его людей стрелами. Это была последняя попытка Фомы прорвать осаду мусульман, и она потерпела неудачу и привела к потерям 1000 солдат. После этого поражения он не мог больше позволить себе никаких попыток прорыва. Один грек из Дамаска, известный в арабских источниках как Иона Любовник, перелез ночью через стену и сообщил Халиду, что в ночь 18 сентября состоится христианская религиозная церемония, в результате которой стены города останутся относительно незащищенными. Передается, что причиной предательства было то, что его брак был прерван осадой, и расстроенный этим, он решил попросить у мусульман помощи в получении своей невесты. Впоследствии этот человек принял ислам, но детали этого очень туманны. Как бы там ни было,
Узнав об этой возможности, Халид позаимствовал лестницы в местном монастыре и купил веревки, чтобы подготовить штурмовой отряд. Той ночью отряд из 100 человек, возглавляемый самим генералом мусульман, поднялся на стены, проникнув в город, и убил охрану у восточных ворот. Затем они распахнули ворота, впустив в город остальные силы мусульман, сгруппированных у этих ворот. Находящиеся в остальной части города отряды византийцев не знали об этом неожиданном развитии событий и вместо оказания помощи оставались на своих постах. В это время Халид начал прорываться к центру города. Узнав об этом и пожелав спасти город в критический момент, Фома отправляет послов к стоявшему у западных ворот Абу Убейде, предлагая выплату джизьи в обмен на капитуляцию. Предположительно, миролюбивый Абу Убейда принял это предложение. Однако Халид, уже достигший центра города, был в ярости из-за этого договора, в то время как технически город уже был взят. Тем не менее, многие из командиров мусульман согласились с тем, что договор будет соблюден. И Халид неохотно смирился с этим решением. Падение Дамаска стало шоком для византийцев, поскольку они, вероятно, думали, что нападение мусульман в этом регионе было лишь массовым набегом, а не полноценным вторжением. Сирия и Египет были самыми важными провинциями в империи. И падение первой означало, что путь к Египту будет отрезан. И теперь он также был уязвим для оккупации. Император Ираклий не мог этого допустить, поэтому он начал рассылать по провинциям распоряжения, чтобы ввести в регион больше подкреплений. В это время в халифате произошли политические изменения. Халиф Абу Бакр скончался в конце августа того же года, и его место занял Умар. Новый халиф немедленно приступил к проведению административной и военной реформы, созданию новых административных должностей в провинциях и изменению формирования армии с родоплеменного на более централизованной. Сразу после своего становления халифом Умар отправил письмо в армию, освобождая Халида от его должности и назначая на его место Абу Убейду. Мы не знаем, было ли это частью реформ или, как утверждают некоторые источники, из-за личных отношений между халифом и генералом. В любом случае, похоже, что прежде чем гонцы с письмом смогли добраться до Дамаска, 3-дневный срок, обещанный мусульманами Фоме на то, чтобы покинуть город, прошел. И Халид вместе с 5000-ной кавалерией, направляемой Ионной, начал преследование римлян. С Фомой было около 10 000 человек, как солдат, так и пожелавших покинуть город жителей Дамаска. Вместо того, чтобы найти убежище в одном из городов, они направились в сторону Антиохии, что позволило кавалерии мусульман догнать их южнее Латакии где-то в конце сентября. Подробности сражения, ныне известного как битва при Марадж-аль-Дебадже, скудны, но согласно мусульманским источникам, кавалерийский отряд численностью в несколько сотен настиг Фому, заняв позицию к югу от него. Сразу заметив их, римляне решили, что смогут легко одолеть эту малую группу. Но к их удивлению, как только кавалерия мусульман и римская пехота вступили в бой, еще одна группа всадников Халида показалась на востоке. Хотя среди римлян были тысячи беженцев, их силы все еще превосходили мусульман численностью, и часть пехоты выстроилась, чтобы отразить новую угрозу. Однако уже через полчаса после того, как завязался бой, с севера в атаку ринулась новая группа кавалерии мусульман, и римляне едва успели выстроиться в оборонительный строй, чтобы не дать им прорваться. Положение Фомы становилось опасным, так как путь в Антиохию теперь был отрезан. Но римляне по-прежнему сражались на равных, и битва шла с 3 сторон. Спустя час с запада появился и сам Халид с большей частью своей армии и атаковал римлян. Несмотря на то, что Фоме удалось отрядить в эту часть несколько отрядов, они были почти сразу же отброшены в сторону, так что кавалерия мусульман оказалась уже внутри римского строя. Вскоре Фома был убит. Сопротивление римлян продолжалось некоторое время, но было сломлено в течение часа. Некоторым солдатам и беженцам удалось уйти на север, но большинство римлян были убиты либо взяты в плен.
Халид же потерял всего несколько сотен солдат. Сразу после этого мусульмане направились в Дамаск и достигли его в начале октября. Судя по всему, Абу Убейда уже получил письмо от халифа и сообщил Халиду о его понижении в должности. Согласно источникам, Халид принял это без особого протеста, но это изменило ход экспансии халифата в регионе. Абу Убейда действовал гораздо медленнее и рассудительнее Халида. Умар предпочитал более ручное управление армией, часто отдавая приказы после каждого боя, что замедляло кампанию из-за расстояния от Медины. Он даже поставил в армию усведомителей, что сделало Абу Убейду еще более осторожным в своих решениях. В это время мусульмане получили некоторое подкрепление, доведя общую численность своих войск до 30 тысяч. Однако это было не единственным изменением в командовании, сделанным Умаром, что возвращает нас к Ираку, где Халид оставил Мусанну во главе 9-тысячной армии в 634 году. На протяжении нескольких месяцев Мусанна, не обладавший достаточными силами для завоевания новых земель, внедрил тактику набегов, чтобы держать превосходящие силы сасанидов в напряжении. Подробности этого утеряны со временем. Но сасаниды, привыкшие к большим сражениям, испытывали трудности со сдерживанием набегов, так что один из таких даже достиг Вавилона. Лучший из командиров сасанидов, Ростам, который в основном управлял двором десятилетнего шаха Ездигерда, не хотел покидать столицу, опасаясь, что это может спровоцировать новое восстание. Но набеги Мусанны становились слишком опасными, так что генерал решил взять на себя командование силами в Ираке и двинулся на юг. При поддержке сасанидских полководцев Бахмана, Джабана, Насри и армянского вельможи Джалинуса. Еще до того, как началась эта многосторонняя контратака, Мусанна осознавал необходимость подкрепления и отправил гонца в столицу. К августу этот гонец достиг Медины, как раз к становлению Умара в качестве халифа. Абу Убайд, не путать с Абу Убайдой ад-Джарахом, который был назначен халифом, командующим в Ираке, получил 6 тысяч солдат в поддержку Мусанне. Последний теперь был проинформирован о контратаке сасанидов, и когда в конце сентября Джабан приблизился к Аль-Хира, Мусанна покинул эту местность, отступив к Хаффану. К началу октября Абу Убейд присоединился к нему, в результате чего численность войска халифата превысила 15 тысяч, что сопоставимо с числом войска Джабана, который пересек Ефрат и теперь находился в Намарике. Детали битвы при Намарике не ясны. Но похоже, что Джабан потерпел незначительное поражение и был вынужден отступить через реку. Абу Убейд решил планомерно сражаться с приближающимися армиями сасанидов и двинулся на север в сторону Каскара, надеясь сразить уступающую в количестве армию Насри, нейтрализовав его. Несмотря на то, что мусульмане вновь победили, персидской армии удалось отступить без больших потерь, и Абу Убейд, который знал, что Джалинус может отрезать его путь отступления к Аль-Хира, дважды переместил свою армию, чтобы предотвратить это. И в итоге армия халифата достигла города до того, как Джалинус заблокировал их. Ближайшими армиями сасанидов к Аль-Хира были армии Джалинуса и Бахмана. Ростам направил им письмо с приказом объединить свои войска, переправиться через Ефрат и напасть на город. В конце октября 634 года их объединенные армии численностью около 20 тысяч человек попытались перейти через реку у Куфы, но Абу Убейд и его 15 тысяч смогли остановить их. Некоторое время армии стояли друг напротив друга, выкрикивая провокации, пока сасанидский эмиссар не подошел к Абу Убейду с посланием от Бахмана, которое гласило: «Либо ты переходишь на наш берег, и мы позволим тебе это, либо мы перейдем на ваш, и вы позволите это нам». Хотя офицеры протестовали против этого, Абу Убейд решил показать врагу свою уверенность и сражаться на той стороне, так что он приказал своей армии готовиться к переправе. Увидев это, Бахман отодвинул свое войско немного севернее, дав возможность мусульманам свободно пересечь реку и построиться. В отличие от предыдущих сражений, у персов в арсенале было около дюжины слонов, которые были размещены в авангарде с тяжелой кавалерией между ними и пехотой во втором эшелоне. Армия Абу Убейда пересекла реку за 2 часа и начала построение. Всадники также были расположены впереди, а пехотинцы во второй линии. Бахман продолжал ждать, и первым, кто приказал идти в атаку, был Абу Убейд.
Его кавалерия поскакала вперед, но лошади испугали слонов, возможно, увидев их впервые в жизни. Так что атака замерла, не достигнув сасанидов. В ответ Бахман выдвинул своих лучников вперед и приказал им стрелять по отступающим всадникам мусульман. Многие из них были убиты и ранены, а попытка предводителя армии халифата выдвинуть вперед своих лучников в ответ привела к беспорядку и хаотичности в рядах. Персидский командир, воспользовавшись этим, направил своих слонов и конницу в атаку. В то время как кавалерия была в основном остановлена, слоны легко разбивали ряды в местах своих атак. Армия мусульман медленно, но верно была отброшена назад. Поскольку слоны ввергали лошадей в панику, Абу Убейд приказал всадникам спешиться, чтобы стабилизировать фронт. Сам он возглавил группу таких воинов, убив несколько слонов и их окружение. Однако вскоре он был убит очередным слоном, посланным навстречу. Многие другие предводители мусульман также были убиты, и армия в панике пустилась в бегство. Сасаниды же начали преследовать их. Мусанна был из последних оставшихся командиров, и он добился определенной дисциплины на переправе. Возглавив арьергард, он давал возможность остальной армии отступать. Он был тяжело ранен, но его действия спасли жизни тысячам. Битва у моста была первой битвой, выигранной персами в этой войне. Погибло более 10 тысяч мусульман, а потери сасанидов составили около 2000. В течение следующих недель Бахман не стал преследовать Мусанну, который отступил в Улайс и вернулся в Ктесифон. Некоторые источники утверждают, что Бахман подавлял очередное восстание против Ростама. Другие пишут, что его послали расправиться с тюркскими налетчиками. Источники также противоречат в событиях, произошедших после в Ираке. В некоторых хрониках утверждается, что армия Мусанны покинула все завоеванные территории, а в других говорится, что сасаниды послали большую армию под командованием Миграна, и она потерпела сокрушительное поражение при Бувайбе в апреле 635 года. Как бы там ни было, это затишье позволяет нам вернуться в Левант. Пока мусульманская армия привыкала к новой структуре командования, Ираклий воспользовался паузой и перебросил в регион дополнительные силы по суше в Антиохию, а также в различные порты через море, поскольку римляне полностью контролировали военно-морской флот. Второй группой должен был командовать Феодор Третирий, казначей империи, и в декабре 634 года они начали собираться к западу от Пеллы, что было идеальным местом для наступления на восток, на перерез линии связи с Аравией. Насколько велика была эта армия, точно неизвестно. Шпионы сообщили Абу Убейде об этой угрозе в декабре 635 года, и он вернулся на юг в сторону Пеллы, оставив позади корпус под командованием Язида. Как только небольшой гарнизон Пеллы узнал об этом, он отступил навстречу основной армии, залив реку Иордан и сделав из нее болотообразную территорию, разделяющую византийскую и мусульманскую армии. Заняв Пеллу, командиры мусульман решили двинуться в сторону Байсана, чтобы вступить в бой с Феодором. Они плохо знали эту местность, поэтому вскоре отряд Халида увяз в грязи, и мусульмане были вынуждены вернуться в Пеллу. Феодор ждал неделю или около того, надеясь, что его враги станут менее бдительными. 23 января он двинул свои войска, планируя напасть на мусульманский лагерь посреди ночи. Однако мусульмане разместили разведывательные группы вдоль реки, и поэтому, как только римляне начали переправу, арабский лагерь уже был проинформирован об этом и начал готовить боевое построение. У нас имеются весьма ограниченные сведения о состоявшейся битве, которая, согласно арабским источникам, продолжалась всю ночь и большую половину следующего дня. Римляне смогли оттеснить своих противников обратно в лагерь, пользуясь некоторым количественным преимуществом. Согласно одной хронике, Феодор получил ранение в одной из атак, и, потеряв боевой дух, армия римлян отступила. Когда они начали пересекать болото, мусульмане смогли воспользоваться этим и атаковали, убив тысячи. Оставшиеся же римляне вернулись в Байсан. Остатки римской армии были рассредоточены по различным гарнизонам на западе и юге,
Феодор же вернулся в Антиохию по морю. У него не было необходимых сил, чтобы дать отпор Абу Убайде, поэтому он разделил свою армию на корпуса, чтобы захватить как можно больше городов. Шурахбиль взял Байсан, а затем Тивериаду. После этого Шурахбиль и Амр ибн аль-Ас прошли на юг, а Абу Убайда и Халид вернулись на север. К марту 635 года мусульмане контролировали всю территорию к югу от Бейрута, за исключением Кесарии, которая выдержала осаду, будучи усиленной Ираклием, и также кроме Иерусалима, имевшего сильнейшие укрепления. Вероятно, полагая, что мусульмане будут заняты осадами, Ираклий решил, что у него есть время на то, чтобы заняться вербовкой с целью контратаки в 636 году. Одновременно был заключен договор с Ездигердом. Ираклий выдал за молодого сасанидского шаха свою внучку. Планировалось, что персы будут атаковать позиции мусульман с востока. Тем временем 15 тысяч Абу Убейды двинулись на север и к ноябрю захватили территорию между Дамаском и Эмесой, создав угрозу для этого крупного города. Ираклий бросился для подкрепления, которое довело численность гарнизона под командованием Харбиса до 8 тысяч. В начале декабря город был уже осажден. Харбис надеялся, что непривыкшие к холоду арабы не смогут выдерживать осаду слишком долго. Эмеса был очень хорошо укрепленным городом, со стенами диаметром в милю, окружавшим его рвом и укреплениями внутри стен, так что положение осажденных было не безнадежным. В то время мусульмане еще не были сильны в осадном искусстве, а отсутствие осадных орудий делало штурм невозможным. Так что в течение недель, а затем и месяцев, обе стороны лишь обменивались залпами стрел. К марту 636 года зима начала стихать, и стало ясно, что мусульмане решили заморить Эмесов голодом. Запасы продовольствия были почти на исходе, поэтому Харбис решил осуществить вылазку и убить как можно больше врагов, полагая, что это может положить конец осаде. Он оставил небольшие отряды для защиты стен, сосредоточив у южных ворот более 5000 человек. Изначально эта вылазка была весьма эффективной. Мусульмане были застигнуты врасплох и двукратно уступали в численности, что привело к сотням смертей и вынудило их отступить под натиском Харбиса. Однако Халиду удалось собрать свою кавалерию, которая вскоре прибыла к месту битвы. Численность теперь была на стороне мусульман, и этого было достаточно, чтобы римляне отступили обратно к безопасности городских стен. Защитники города ликовали и ничуть не удивились, когда армия мусульман собралась на юге, начав отступление. Харбис решил, что может одержать блестящую победу, и немедленно выступил из города с теми же 5000. Он догнал отступающих мусульман в нескольких милях к югу. Но как только его конные войска начали атаку, отряды Абу Убейды развернулись и атаковали в ответ. Через несколько минут римляне были окружены со всех сторон. Харбис был убит, и лишь нескольким сотням его солдат удалось спастись. После непродолжительного боя мусульмане вернулись в город, и оставшийся без лидера гарнизон сдался. Тем временем на севере император Ираклий уже готовил свою армию для контратаки. Различные источники приводят численность его армии от весьма скромных 30 тысяч до фантастических 400 тысяч. Следует отметить, что хронологи, писавшие об этой войне, жили как минимум спустя 1 или 2 поколения после событий, поэтому их описание не основывается на описаниях первых или даже вторых уст. Мы знаем, что в разгар Византийско-Сасанидской войны 602 и 628 годов Ираклий мог собрать для нападения на империю сасанидов 70-тысячную армию. Но в этой армии была значительная доля гектюрков. В то же время византийцам приходилось держать часть сил в Италии, на Балканах и на Кавказе, чтобы сдерживать набеги лангобардов, славян, авар и хазар. Поэтому, по нашему мнению, византийцы как минимум в 2 раза превосходили мусульман. И учитывая логистическую ситуацию в месте операции, их численность должна была быть ниже 100 тысяч. Ираклий, которому уже было за 60, страдал отеками, поэтому он не мог лично руководить армией, состоящей преимущественно из греков, армян и арабов-христиан. Вместо этого армия была поделена на 5 колонн, которыми командовали 5 генералов.
План состоял в том, чтобы напасть и окружить мусульманские силы вокруг Эмесы, и использовать отдельную колонну, чтобы взять Дамаск и помешать усилению северных сил халифата с юга. Армия покинула Антиохию в середине июня. К несчастью для римлян, арабы узнали о контратаке за несколько дней до того, как их ведущая колонна достигла Эмесы. Либо от шпионов, либо от пленных, которых они взяли во время набега на Шайзар. Поэтому Абу Убейда приказал всему корпусу отступить. Изначально идея была отступить к Дамаску, чтобы сохранить это завоевание. Но город окружало открытое пространство, что дало бы преимущество превосходящей по численности армии византийцев. Так что мусульмане стали отступать к Джабии, которая находилась между рекой Ярмук на юге, Тивериадским озером на западе и пустыней на востоке. К южной группе были отправлены гонцы с приказом идти в сторону Джабии. Византийцы, упустившие возможность сокрушить противника в районе Эмесы, начали преследовать мусульман, медленно объединяясь после взятия города. Они взяли Дамаск и продолжили путь на юг, и где-то в середине июля 636 года их авангард вступил в контакт с арьергардом халифата, к северу от Джабии. Византийская полевая армия могла атаковать их с фронта, в то время как гарнизон Кесарии мог атаковать их через узкий проход между Тивериадским озером и рекой Ярмук. По этой причине Абу Убейда оставил Халида командовать арьергардом и начал перестраивать свои войска. Халид вступил в бой с византийским авангардом, возглавляемым легкой кавалерией арабов-христиан, позволяя остальной армии халифата двигаться беспрепятственно. Мусульмане расположились лагерем в восточной части долины Ярмук. На некотором расстоянии к востоку от них расположились лавовые холмы, тянущиеся с севера на восток Азры, и горы Джабаль-ад-Друз. Через несколько дней, вероятно в последних числах июля, римская армия вышла на равнину и построила укрепленный лагерь в ее западной части. Поскольку центральная часть равнины оставалась незанятой, армии начали готовиться к бою, разведывая позиции противника. Источники упоминают обширные переговоры, которые продолжались в течение недель, но их детали запутаны. Одним словом, они не были успешны, и битва была неизбежна. По некоторым данным, во время этих переговоров к армии халифата присоединилось подкрепление, состоящее из 5000 знаменитых йеменских лучников и 1000 пехотинцев, являвшихся ветеранами первых походов мусульман в Аравии. Поле боя было ограничено с западной и южной сторон глубокими оврагами. На западе ущелье Вади-ур-Ракад соединялось с рекой Ярмук недалеко от Якусы. Этот поток протекал с северо-востока на юго-запад на протяжении 11 миль по глубокому ущелью с очень крутыми берегами. Ущелье можно было пересечь в нескольких местах, но главный переход был только один – в том месте, где сегодня стоит деревня Кафир-уль-Ма. К югу от поля боя пролегал каньон реки Ярмук, а север и восток от него занимали пустыни. Равнина в основном была плоской, за исключением небольшого холма под названием Самейн. 14 августа римская армия двинулась вперед и начала строиться восточнее и севернее Аллана. Является предметом дискуссий, командовал ли армией армянский генерал Ваан, или каждый из 5 корпусов имел отдельного командира. Византийская армия расположилась следующим образом. Легкая гасанидская кавалерия Джабалы растянулась по равнине в качестве авангарда. Их задачей было прикрывать армию и вести схватки с противником. Канатир командовал левым флангом, а Григорий – правым. 2 же центральными корпусами командовали Дейрджан и Ваган. Пехота римлян стояла в первой шеренге с копьями и мечами, лучники во второй, а за ними кавалерия. Хотя назначенным халифом главнокомандующим был Абу Убейда, источники утверждают, что последний доверил Халиду быть тем, кто будет отдавать приказы. Ширина построения мусульман соотносилась с шириной римской армии, но поскольку их было меньше, их построение не было столь же глубоким. Халид выдвинул часть своей легкой кавалерии в авангард, чтобы наблюдать за римлянами. Пехота была разделена на 4 корпуса по 9 частей в каждом, с пехотой впереди и лучниками за ними. За каждым флангом и центром было по 3 кавалерийских отряда, а мобильный отряд Халида служил в качестве резерва. План командира мусульман состоял в том, чтобы защищаться и выматывать противника, и контратаковать, когда это возможно.
С юга обе армии были защищены рекой Ярмук, в то время как северный фланг граничил с пустыней, давая возможность обойти противника с этой стороны. Битва при Ярмуке началась 15 августа 636 года, когда авангард легкой кавалерии римской армии двинулся за левый фланг, чтобы усилить кавалерийскую часть. Арабский авангард поступил так же, присоединившись к основным кавалерийским частям. Первые несколько часов были заняты дуэлями лучших из воинов. В середине дня, после того, как силы прикрытия византийцев отошли назад, треть римской пехоты двинулась вперед. Вскоре они столкнулись со своими оппонентами, а лучники во второй шеренге вступили в перестрелку, посылая стрелы над головами своей пехоты. Подробности этого первого дня скудны, но возможно, что византийцы решили извлечь пользу из разведки боем, потому что их атака была медленной и нерешительной. После нескольких часов боя они отступили и вернулись на исходные позиции. Первый день сражения был закончен, и стороны вернулись в свои лагеря. Посреди ночи несколько римских отрядов кавалерии двинулись вперед, но были встречены кавалерией арабов и отброшены обратно. Эти рейды, казалось бы, были разрозненными и не имели четкой цели, поскольку проводились недостаточными силами, чтобы нанести большой ущерб. Однако они позволяли римлянам перестраиваться в темноте, в то время как враг отвлечен. План состоял в том, чтобы атаковать мусульман как можно раньше, не давая им возможность построиться. Действительно, вся римская армия атаковала еще до рассвета. Некоторые источники утверждают, что они сделали это, зная о религиозных обрядах мусульман, и что одна из молитв осуществляется как раз в это время, решив использовать это в своих целях. К несчастью для атаковавших, тем же самым патрулям легкой кавалерии, которые отбивали их ночные атаки, было приказано оставаться впереди, и как только римляне вступили с ними в контакт, эти всадники мусульман отступили к своим основным силам и сообщили им о надвигающейся опасности. К удивлению римлян, их врагу удалось быстро подготовиться к нападению. Однако приказ уже был дан, и так начался второй день битвы. План римлян состоял в том, чтобы сковать центр армии мусульман и оказать давление на их фланги. С этой целью атака по центру была относительно пассивной. Левый фланг византийцев атаковал правый фланг мусульман лоб в лоб. Первые две попытки не увенчались успехом, но византийцы имели численное преимущество и использовали его. На фронт двинулись свежие силы, а третья атака уже отбросила мусульман назад. Некоторые из мусульман стали отступать к своему лагерю, а некоторые присоединились к правому центру. Это открыло простор для контратаки кавалерии правого фланга мусульман. Ее заряд был недостаточно силен, чтобы отбросить римлян назад, но сковал их на некоторое время, позволив пехоте отступить. Вскоре, не выдержав напора, отступила и кавалерия мусульман. В поздних мусульманских источниках упоминается, что жены отступающих воинов пристыдили их, побудив вернуться в бой. Мы не знаем, правда ли это, но правый фланг мусульман перестроился и начал марш навстречу приближающемуся врагу. Тем временем правая часть римской армии, состоявшая, вероятно, из лучшей тяжелой пехоты империи, действовала еще более успешно. В некоторых источниках упоминается, что они сражались в формации тестудо, черепаха, но это, скорее всего, анахронизм. В любом случае, первая или вторая атака этой группы отбросила левый фланг мусульман назад, и они поспешно отступили к лагерю. Подобно тому, как это произошло на другом фланге, кавалерия мусульман попыталась остановить наступление врага с помощью контратаки, но это не удалось, и всадники присоединились к своей пехоте на пути к лагерю. Те же источники утверждают, что в дело вновь вступили жены, даже бросая в мужей камни. Поскольку правый фланг римлян был медленнее из-за более тяжелой брони, у арабов было время, чтобы перестроить свою линию и двинуться им навстречу. Внимательный зритель может спросить, почему византийцы не воспользовались этими прорывами, вбросив войска в бреши мусульманских построений, или обойдя врага с фланга, расширив фронт? У нас нет ответов на эти вопросы, но можно предположить, что свежая кавалерия мусульман, расположенная в центре и в резерве, возможно, озадачивала римлян, которые опасались, что арабы вновь используют пустынную местность, как они уже проделывали это несколько раз в прошлом,
и смогут обойти римлян с фланга. Был полдень, и вплоть до этого момента Халид просто наблюдал за сражением. Но отступление флангов побудило его к действию, и он взял на себя командование кавалерией в центре. Сначала его кавалерия атаковала справа, а через несколько мгновений, соединившись с правым флангом, напала на противоположный фланг врага. Римляне не ожидали атаки с фланга и были вынуждены отступить на исходные позиции, теряя по пути людей. На юге левый фланг армии халифата собирался вступить в бой с противоположным флангом византийцев. Изначально мусульмане начали проигрывать схватку и уже должны были сломаться и отступать вновь. Однако Халид был уже на подходе. Он послал одно подразделение своей кавалерии, чтобы использовать брешь между правым флангом и правым центром противника, а остальным поручил атаковать правый фланг. Как уже упоминалось, это были лучшие пехотинцы римлян, поэтому они сопротивлялись дольше своих собратьев и понесли меньше потерь, но все же отступили. Кавалерийский отряд, посланный в атаку правого центра римлян, заставил их врасплох, сумев прорваться внутрь и убив командира этого отряда. Но римляне оправились от неожиданности и отбросили нападавших. Однако, увидев, что их фланги отступают, центр также дрогнул и вернулся на исходные позиции. Обе стороны, вероятно, понесли схожие потери. При этом большая часть потерь мусульман пришлась на раннее отступление. Правый фланг римлян потерял большую часть отряда, и это сыграло важную роль на следующий день. Поскольку этот отряд начал наступление вместе со всей армией, но остановился далеко от врага, лучники обеих сторон вступили в нерешительную перестрелку. Тем временем правый фланг римлян вступил в бой. Но эта атака только сдерживала эту часть армии мусульман. Основная атака была направлена на правый фланг и правый центр армии мусульман. И хотя первоначально натиск римлян был замедлен, в дело вступила их численность. Мусульмане начали отступать, особенно их правый фланг, который вновь был оттеснен к лагерю. Это позволило римлянам усилить давление на стоявших с краю правого центра мусульман и начать поворот линии. Корпус Амра полностью переформировался и вернулся в бой. Но всех их сил хватило лишь на то, чтобы стабилизировать линию. Кавалерия мусульман из второй линии попыталась обойти римлян с фланга, но канонир двинулся вперед, чтобы заблокировать эту попытку. Увидев пассивность правого фланга римлян и решив, что левый фланг мусульман в безопасности, Халид двинул резервную кавалерию вправо и атаковал римский фланг. Командующий византийцев попытался перебросить больше войск из своей второй шеренги, чтобы расширить свой фронт. И на какое-то время это сработало. Однако римлянам здесь теперь не хватало прежней глубины. И когда это преимущество было сведено на нет, они начали отступать в других частях линии. С приходом сумерок продолжение боя стало невозможным, и нападавшие отступили, отойдя на исходный рубеж. Очевидно, что римляне были разочарованы, так как ожидали, что численность даст им преимущество в этот момент боя. В первые 3 дня римляне предположительно потеряли больше людей, но они все еще численно превосходили соперника, в то время как для Халида основной заботой были потери среди йеменских лучников и потери правого фланга. План римлян на следующий день состоял в том, чтобы атаковать правую половину армии халифата с целью разделить ее и окружить каждый корпус отдельно, затем проделав то же самое с левой половиной. С этой целью их левый фланг атаковал правый фланг мусульман, и вскоре этот фланг армии Халида был вновь отброшен назад, но не так сильно, как в предыдущие дни. Левый центр римлян, состоявший в основном из армян, был столь же успешен против правого центра мусульман. В этот раз римские войска смогли повернуть эту часть линии мусульман, что открыло пространство между их корпусами. И стоявшая в резерве позади центра легкая кавалерия арабов-христиан получила приказ атаковать через эту брешь. Мусульмане несли тяжелые потери, и стало ясно, что Халиду нужно перебраться в эту зону, чтобы предотвратить окончательную победу римлян. Однако прежде чем это сделать, он приказал левому флангу и левому центру наступать и блокировать противоположные силы врага. Вместе с этим он разделил свою кавалерию на 2 половины. Одна из них двинулась влево и атаковала армян сбоку и с тыла,
а сам Халид двинулся в сторону арабов-христиан. Прибытие подкрепления воодушевило окруженных мусульман, и они пошли в контратаку. Бой в этом месте продолжался несколько часов, пока мусульмане наконец не начали брать верх. Атакованные с трех сторон армяне, будучи более тяжело бронированными и дисциплинированными, чем арабы-христиане, хоть и понесли некоторые потери, но все же смогли отступить в относительном порядке. В то время как арабы-христиане не смогли защитить себя и потеряли много сотен человек, прежде чем смогли вернуться на исходную позицию. Увидев, как центр отступает, римский левый фланг также покинул поле боя. Однако левая половина армии мусульман все еще продолжала сражаться. Первоначально мусульмане одерживали верх, поскольку их атака застала римлян врасплох, но впоследствии их командиры успокоили солдат, и вскоре мусульман оттеснили обратно. Небольшое количество лучников стало причиной их гибели, поскольку римляне одержали верх в перестрелке. Судя по всему, стрелы нанесли такой урон силам мусульман, что поздние арабские источники назвали этот день Днем потерянных глаз. Будучи неспособными противостоять граду из стрел, мусульмане начали отступать. Вскоре римляне начали их преследовать. Эта атака заставила силы мусульман отступить и пуститься в бегство. Всех, кроме самого левого края, левого центра, сумевшего разгромить стоявший перед ним отряд противника и атаковавшего правую часть римского центра. В конце концов, эта группа была подавлена. Отступившие мусульмане остановились у лагерей, но их преследовали римляне. Согласно арабским источникам, женщины мусульман присоединились к своим собратьям в борьбе против нападавших. Подтвердить это невозможно, но похоже, что к концу четвертого дня сражения римляне либо были отброшены назад, либо вышли из боя самостоятельно. Обе стороны были сильно уставшими и израненными. В некоторых источниках утверждается, что римляне пытались вести переговоры, но мусульмане отказались. Как бы там ни было, армии провели ночь 19 августа в отдыхе. Халид сделал только одно изменение в построении. Все его всадники были объединены в один большой отряд позади правого фланга пехоты, за исключением одного кавалерийского подразделения, которое было отправлено на север в пустыню. На рассвете шестого дня битвы, 20 числа августа, обе стороны пошли в атаку и вступили в бой. После того, как схватка началась, Халид послал часть своей кавалерии вперед с приказом атаковать левый фланг римлян сбоку. Но при их приближении римская кавалерия обогнула своих пехотинцев и заблокировала передвижение. Это был тот момент, которого Халид и ждал. Он двинул вперед оставшуюся кавалерию, чтобы атаковать кавалерию римлян сбоку и сзади. Вскоре римская конница была смята, и мусульмане атаковали пехоту, которая не выдержала атаку с трех сторон и начала отступать в центр. Правый фланг мусульман теперь атаковал римский левый центр с фланга и тыла. Тем временем командиры римской армии, заметив, что кавалерия их левого фланга была разгромлена объединенной кавалерией мусульман, попытались противостоять этому, также объединив свои конные войска. Но, к несчастью для римлян, было уже слишком поздно, и прежде чем они смогли построиться, Халид ворвался в их гущу и разбил их. Кавалерия римлян не могла долго продолжать сопротивление и начала покидать поле боя. В восточной части армяне отбивали атаку с двух сторон и пока еще могли сдерживать нападающих. Однако, после того, как Халид расправился с римской конницей и убедился в том, что они не вернутся, его всадники ринулись в тыл армянскому строю. Они рухнули под атакой и начали отход на юго-запад. Мусульмане перестроились, чтобы атаковать правый центр и правый фланг римской пехоты. Но прежде чем они успели это сделать, пехота римлян пустилась в бегство, также на юго-запад, в сторону единственной переправы через реку, поскольку отход на север был заблокирован кавалерией мусульман, а восток – пехотой. Остатки же римской армии надеялись переправиться через реку Вади-ур-Ракад, но отправленный заранее в пустыню конный отряд мусульман численностью 500 человек уже получил команду заблокировать эту переправу. Поняв, что они попали в ловушку, римские офицеры попытались выстроить сколько-нибудь оборонительные отряды, но прежде чем они смогли это сделать, они были атакованы кавалерией с севера и пехотой с востока. Началась бойня, и в этом кольце погибло много тысяч римлян. Остальным же удалось спастись, переплыв через реку.
Около половины солдат римской армии лежали мертвыми на равнине Ярмук, в то время как мусульмане потеряли менее пятой части своих войск. На этом этапе этой истории мы должны покинуть Сирийский фронт, так как обстановка стала накаляться в Ираке. После решающей победы у моста, персидские войска не предприняли никаких шагов, чтобы извлечь из этого выгоду. Они либо надеялись на то, что на этом атака завершена, либо были сдержаны другими причинами. Это дало халифу Умару время на то, чтобы придумать ответ. Не имея запасного ресурса военной силы, прагматичный халиф собрал новую армию из ранее незадействованных племен, участвовавших в восстании против халифата во время войны вероотступничества, включая Бану Тамим и Бану Джадила. Эти войска, дополненные Умаром другими контингентами, были собраны и отправлены на север. Но возникла новая проблема. Конфликты между вождями этих племен побудили халифа назначить верховным главнокомандующим человека, обладающего незыблемым авторитетом. После того, как его отговорили от того, чтобы возглавить армию лично, он назначил командиром Саада ибн Аби Ваккаса, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, одного из первых принявших ислам. Присутствие столь уважаемого генерала сплотило дух армии. Кроме того, когда армия Саада двинулась на север по дороге Медина-Хира в мае 636 года, множество воинов решило присоединиться к ней. К моменту, когда она достигла Ефрат во второй раз, армия мусульман, вероятно, была самой внушительной силой, с которой персам доводилось иметь дело. К сожалению для Саада, вскоре последовала помеха его наступлению. Лучший сасанидский генерал Ростам, который по сути правил при дворе 12-летнего шаха Ездигерда III, предпочитал участвовать лишь в мелких сражениях, чтобы минимизировать риски. Но это решение было непопулярно как среди знати, так и среди простолюдин, в то время как выигранная битва у моста, вероятно, успокоила империю. По этой причине Ростам покинул персидскую столицу, возглавляя огромное войско империи, направляясь прямиком в сторону мусульман, расположившихся лагерем возле Кадисии. Две армии показались друг другу через пролив Аль-Атик, примерно в 30 милях к востоку от Хиры. После изнурительного марша посреди жаркого иракского лета, Ростам приказал своим людям занять позиции и расположиться лагерем напротив армии Саада. Вместо того, чтобы сразу же начать штурм канала, основная часть обеих армий оставалась на своей стороне суши в течение нескольких месяцев, и покой нарушался лишь небольшими разведывательными вылазками и рейдами. Ростам, вероятно, зная о том, что предыдущая армия мусульман потерпела поражение, решив переправиться через реку, был доволен ожиданием атаки Саада, надеясь, что история повторится. Поскольку мусульмане в это время вели войну на два фронта, для них было разумно держать свою месопотамскую армию в пассивном состоянии как можно дольше. В Сирии их армия воевала с римлянами, в той самой кампании, кульминацией которой стала битва при Ярмуке в середине августа. И когда военная машина христианской империи была сломлена, Умар получил возможность отправить подкрепление силам Саада. В надежде задержать Ростама, лидер мусульман неоднократно отправлял к нему послов для переговоров, предлагая зороастрийцам принять ислам в обмен на мир. Поскольку командир сасанидов не пожелал переходить в другую религию, а укрепления мусульман уже подоспели, они вызвали врага на битву, выстроив свои силы в строй и отступив на милю, позволив сасанидам пересечь канал. Поскольку канал Аль-Атик был под охраной мусульман, имперская армия Ростама провела ночные часы, забрасывая водный путь обломками, чтобы обеспечить переход. На рассвете Ростам, восседая на своем троне, приказал своей армии переправиться и выступить в боевом порядке против выстроившихся сил мусульман. Решающая битва за Персию вот-вот должна была начаться. Армия под командованием Ростама Фаррахзада, скорее всего, насчитывала не более 60 тысяч солдат. Даже полевая армия сасанидов, находившаяся на вершине могущества империи, вероятно, не смогла бы собрать больше сил. И еще менее вероятно, что политически разделенное и истощенное в военном отношении царство могло собрать более чем 60 тысяч.
Оплотом Ростома была также многонациональная армия, собравшаяся из всех областей обширной территории, управляемой домом Сасана, от Азербайджана до Хорасана. В ее состав входили курды, армяне, турки, арабские союзники и отряды из многих других народов. Правая и левая центры имперской армии находились под командованием Яленуса и Берзана соответственно, насчитывая в общей сложности 30 тысяч воинов, среди которых 20 тысяч пехотинцев и лучников в первой линии и 10 тысяч всадников во второй. Среди этих войск было 10 тысяч профессионально обученных персидских воинов, так называемых бессмертных, почитаемых элитных бойцов, которые сковывали себя цепями в качестве сигнала врагу, показывая, что они готовы скорее умереть, чем отступить. Окруженные труднопроходимой болотистой местностью, левый и правый фланг сасанидов возглавляли Мигран и Хамурзан, оба прославленные полководцы из знатных персидских кланов. Каждый вел по 10 тысяч пехотинцев в своем переднем строю, при поддержке 5000-ной кавалерии позади. Перед линией Ростома стояла стена из 33 одетых в кольчуги слонов. 19 из них были расположены в центре, тогда как остальные были распределены поровну в каждом крыле. Сам Ростом, облаченный в богато украшенные доспехи, расположил свой трон сразу за центром сопровождения небольшого стратегического резерва. Примерно в миле к западу 30 тысяч воинов Саада выстроились аналогичным образом. 4 племенные дивизии с пехотой в первой линии и кавалерией во второй. Помимо сил из самой Аравии, приняв ислам, к мусульманам присоединились арабы-христиане с границ сасанидов и даже некоторые захваченные в плен персидские офицеры. Хотя Саад ибн Аби Ваккас и обладал навыками управления армией, травмы и болезни не позволяли ему сесть на лошадь и осуществлять эффективный тактический контроль. Поэтому генерал назначил доверенным заместителем Халида ибн Урфуту для выполнения его прямых приказов, а сам занял стратегическую позицию на вершине крепости близлежащего Узейба. Различные подразделения находились под командованием их племенных вождей, среди которых были такие, как Шурахбиль бин Симт, ветеран войн вероотступничества и сирийской кампании, возглавлявший левое крыло мусульман. Пока большая армия Ростома продолжала построение, солдаты мусульман выполнили свою регулярную полуденную молитву, надели доспехи и стали ждать. К полудню огромная персидская армия наконец была готова к бою. План Ростома был точен и прост – разгромить оба фланга армии врага, а затем обрушиться на ее незащищенный центр. Битва при Кадисии началась с обильного града стрел, выпущенных сасанидскими лучниками, чьи превосходящие в качестве луки и стрелы нанесли огромные потери их легко бронированным оппонентам. Мусульмане постарались ответить тем же, но их маломощные луки и стрелы были бессильны против тяжелой персидской брони. Сасаниды стали издеваться над лучниками мусульман, повторяя слово «веретено, веретено», намекая на отскакивающие и падающие стрелы. Пока большая часть исламской линии фронта сдерживалась на месте ураганом стрел Ростома, генерал приказал отряду из 7 всадников слонов слева от себя возглавить атаку настоящих напротив мусульман и за ними отправить и остальные войска. Напуганные приближающимися титанами, скакуны халифата заставили своих всадников броситься в рассыпную, оставив пехоту незащищенной. Окруженные Миграном с фланга и лишенные кавалерийской поддержки, воины мусульман начали медленно отступать, неся потери, но не сломившись под этим натиском. Саад, увидев опасность, в которой находится его правый фланг со стороны Узейба, отправил 2 отряда кавалерии из незадействованного центра, чтобы усилить и укрепить линию. Один из этих отрядов ударил по войскам Миграна спереди, а другой ударил по ним с фланга, отбросив персов назад на исходной позиции после ожесточенного боя. Заметив, что его атака на правый фланг мусульман застопорилась, Ростом полностью сменил курс. Он направил часть своего мобильного резерва под командованием Бахмана, чтобы заблокировать эту часть армии мусульман, а затем приказал правому флангу и правому центру сасанидов наступать под прикрытием слонов и очередным смертоносным залпом стрел. И снова авангард слонов вверг скакунов халифата в панику,
заставив всадников бежать под прикрытием пехоты. Победа ислама была невозможна при таком положении дел. Саад, понимая, что он должен что-то сделать с этими зверями, разослал послание легким отрядам арабского племени Бани Тамим с приказом разобраться с ними. Пробиваясь к слонам с большим мастерством и отвагой, проворные воины перерезали тросы, удерживающие платформы всадников на спинах животных, и осыпали их стрелами. Огромное количество изолированных наездников слонов было убито на месте, в то время как остальные повели своих измученных боевых животных за основную линию персов. Основная атака сасанидов на этой стороне поля также была отбита. Пытаясь воспользоваться отсутствием у врага слонов, Саад приказал начать общую атаку по всему фронту. Говорится, что хотя сасаниды были лучше экипированы, мусульмане превосходили их в ведении боя. Этот уровень мастерства позволил центральному отряду армии Саада прорвать линию персов и приблизиться к сидящему на троне Ростаму. Спустившись с трона, генерал обнажил свой меч и лично вступил в бой вместе с несколькими своими вассалами. Когда боевой дух армии персов подкрепился присутствием их лидера, контратака мусульман была отражена, и фронт был восстановлен. К ночи последнее из сражений этого дня подошло к концу. Этот первый ужасный день, также известный как День беспорядка, закончился. За ранеными мусульманами ухаживали их женщины, а за сасанидами их обученные хирурги, в то время как остальные отдыхали. Когда наступил рассвет, обе армии снова выстроились для боя, стоя напротив друг друга вплоть до середины утра. Около полудня тысячное подкрепление из Сирии под командованием Каака бин Амра начало стекаться к полю боя, чтобы усилить армию мусульман, прибывая группами по 10 человек с целью создать видимость огромной численности. Это усилило боевой дух мусульманской армии десятикратно, и Саад немедленно приказал атаковать вновь по всей линии фронта. Несмотря на тяжелые потери, которые его войска нанесли сасанидам, ряды противника оставались сплоченными и несломленными, в основном благодаря силе их тяжело бронированной конницы. Потери росли по мере того, как сражение становилось более и более жестоким, но после 2 часов боя без продвижения обе стороны отступили. Соотношение убитых было на стороне мусульман. 4 мертвых перса в ответ на одного мусульманина, но Ростам, полагаясь на численное превосходство, был настроен постепенно стереть силы Саада в пыль. На стороне мусульман Каака, проявляя свою энергичную и неугомонную натуру, использовал перерыв в сражении, чтобы оснастить деревянными конструкциями верблюдов, которых привела армия халифата, придав им вид неведанных доселе ужасных зверей, чтобы напугать вражеских лошадей. Когда вскоре после этого бой возобновился, замаскированные верблюды были выставлены на показ перед атакующей персидской кавалерией, напугав лошадей и разбив их ряды. Почувствовав преимущество, Саад вновь повел армию вперед по всему фронту. В этот раз усердные воины мусульман косили отряды персов, ослабленных отсутствием слонов и кавалерии, разбивая и оттесняя их к реке и почти заставив всю их армию прогнуться от удара. Однако личное вмешательство и непоколебимая уверенность Ростама сподвигли его разбитые контингенты вернуться в бой. В течение вечерних часов войска мусульман и персов вели упорное сражение, в результате которого, к моменту, когда солнце скрылось за горизонтом, персам удалось трудом оттеснить мусульман обратно. В этой ситуации обе измученные армии ушли на ночлег. Когда армии начали готовиться к битве на рассвете 3-го дня, войска Саада столкнулись с неприятным сюрпризом. Вражеские ряды ненадолго расступились, и через них прошли могучие слоны, восстановившиеся и перевооруженные, и теперь каждый из них был окружен защитным кольцом из пехоты и кавалерии. Когда наступило утро, Ростам приказал своим лучникам выпустить очередной продолжительный залп стрел, который заблокировал мусульман на месте. Когда этот обстрел закончился, вся армия сасанидов во главе с ужасающими слонами начала свое продвижение вперед. Внезапно, когда они приблизились к линии мусульман, пехота, прикрывавшая каждого слона спереди, согласно плану отодвинулась в сторону,
позволив гигантским боевым зверям врезаться в ряды мусульман с близкого расстояния. Всадникам удалось вырваться и бежать без промедления, а вот пехота оказалась в тяжелом положении. Вся армия Саада была жестоко отброшена назад, с потерями из сотен человек, которые были изранены бивнями и раздавлены ногами слонов или перебиты оружием персов. Ростом почувствовал запах крови. Чтобы положить конец битве, он отправил кавалерийскую дивизию в глубокую фланговую атаку на замок Узайб, но этому быстро противостоял отряд всадников-мусульман. Хотя эта попытка не удалась, армия ислама была явно близка к распаду, несмотря на прибытие еще большего подкрепления с запада. Прислушавшись к совету дезертировавшего персидского солдата и использовав последнюю возможность, легкая пехота халифата прорвалась через ряды, окружила двух ведущих слонов и ослепила их, прежде чем окружить их и их бортовые ракетные отряды. Когда альфа-слоны были убиты, другие звери вдоль линии были подавлены и убиты таким же способом. Оставшиеся же слоны, доведенные до ярости от боли и неспособные видеть, развернулись на 180 градусов и бросились к каналу, пробиваясь сквозь ряды персов и приводя армию Ростома в беспорядок. В этот момент Саад приказал провести очередную полномасштабную атаку, обрушившись на сасанидов с разрушительной силой. Аль-Кадиси превратилась в войну на истощение. Даже темнота в этот день, названный Днем Тяжести, не положила конец бою. Но полное истощение солдат постепенно привело к тому, что войска вышли из боя на рассвете следующего дня. Обе армии, казалось, были на пределе, но все еще не было ясно, кто станет победителем. Когда обе армии отдыхали, Каака пошел на решительный шаг. Под прикрытием непродолжительной песчаной бури он вместе с 700 воинов начал атаку на ослепленный центр персов, прорвав линию и достигнув Ростома. Изолированный и дезориентированный генерал сасанидов был найден солдатом халифата и убит. Бои продолжались до тех пор, пока слухи о судьбе командиров не распространились по персидской армии. В результате центр персов был окончательно сломлен и оттеснен к реке, а за ним вскоре последовали и оба фланга. Имперская армия сасанидов потерпела поражение. Сасаниды потеряли более 20 тысяч человек, в то время как потери мусульман составили менее 10 тысяч. Хотя мусульмане, казалось бы, одержали решающие победы над двумя сильнейшими армиями того периода, война в регионе едва ли была закончена. Следующие эпизоды этой серии о ранних завоеваниях мусульман перенесут нас в Египет, Константинополь, Среднюю Азию, Испанию и Францию, так что следите за нашим каналом. نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت إننا الأبطال لا نحني الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحني الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا اذكر الصديق فخرا وابن عفان البع أرسلان والفاتيح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوسا